В уютном зале ресторана «Страна души», что в центре Москвы, собрались те, кто не хотел бы прерывать цепочку традиций мартовских встреч, которой в этом году без малого 61 год. Свои корни абхазское землячество ведет аж с 20-х годов минувшего века. Тогда студентов собирал Нестор Лакоба. Ему важно было знать, как обстоят дела у молодых соотечественников и какую помощь оказать при необходимости. Трагическая судьба Нестора Лакоба и первого поколения абхазской интеллигенции известна, но именно тогда были заложены первые ростки традиции, которая позже стала называться «Мартовские встречи». 61 год назад их заложил человек, который не нуждается в представлении. Это Тарас Шамба. Созданная традиция вот этого землячества должно было сохраниться. Поэтому, когда в 1958 году я поступил учиться в Москву, я постарался собрать сперва небольшой круг, 6 человек, а затем уже постепенно оно переросло в большое землячество. И уже после того, как Абхазия обрела свой суверенитет, свою независимость, свою государственность, у нас уже стала диаспора. Мы хотели показать реальную свою историю, а она огромная и обширная. За 61 год произошло много событий, которые не могли не отразиться на абхазской диаспоре в Москве. Изменились задачи, они стали более масштабными. Выходцы из Абхазии достойно представлены во всех сферах жизнедеятельности российской столицы. Москва для многих давно уже стала родным домом, но стараются поддерживать связь с родиной и не упускают возможности увидеться и поговорить на родном языке. Стараются не пропускать все абхазские мероприятия в Москве и первый посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев с супругой, поскольку Абхазия и культура нашей страны теперь для них стали родными. Конечно, в Абхазии я вместе с семьей провел почти 10 лет в качестве первого посла России в Апсны. И такой большой промежуток времени не мог не оставить отпечатка и в жизни, и в сердце. Поэтому сейчас я стараюсь по мере возможности и бывать в Абхазии. А в промежутках между посещениями Абхазии я очень благодарен моим московским друзьям из диаспоры, которые меня приглашают на мероприятия типа сегодняшнего. Абхазы, проживающие в Москве, поддерживают связи с представителями братских народов. Так, почетным гостем в этот вечер был глава абазинской общины Мурадин Урчуков. Конечно же, он не упустил возможности обратиться к братьям на родном абазинском языке. В этот вечер было много шуток, воспоминаний, танцев и песен. Кроме тех, кто сами называют себя ветеранами московских встреч, были еще представители молодого поколения. Именно им предстоит в будущем достойно продолжать традиции, которые заложили их отцы и деды. Аля Катрапш, Нонна Кокускир, Абхазское телевидение.